Эта операция, пожалуй, самое масштабное наступление на позиции исламского государства за последнее время. С земли атакует иракская армия и батальоны курдского ополчения Пешмерга. Примечательно, что в бой против общего врага идут как сунниты, так и шииты. Всего около 60 тысяч человек. С воздуха наступление поддерживает авиация международной коалиции. Иракские власти настроены оптимистично. Риторика у них бравурная. Час победы пришел, и операция по освобождению Мосула началась. Сегодня я объявляю о старте этой героической операции по избавлению от террора и насилия со стороны исламистов. Вскоре все мы встретимся в Мосуле, чтобы отпраздновать его освобождение. И все мы будем снова жить вместе в мире. Еще накануне бойцы антиигиловской коалиции разбросали над Мосулом листовки с призывом к мирным жителям оставаться в своих домах, укрыться в безопасном месте и ждать освободителей. Несмотря на это, началась паника. Из почти 1,5-миллионного Мосула к сирийской и турецкой границе спешно направились более 100 тысяч беженцев. Официальная Анкара распорядилась немедленно укрепить границы, чтобы не допустить хаоса на своей территории. Представители международных гуманитарных организаций шокированы происходящим. Наша организация готовится к огромной волне переселенцев Мосула. Мы ожидаем в первые недели до 200 тысяч человек и до 700 тысяч в ближайшие месяцы. Мы крайне обеспокоены безопасностью людей, которые покидают Мосул. Многие из них будут блокированы в своих домах, многие станут мишенями для снайперского огня. Авангард международных сил — курдское ополчение Пешмерга. К этому часу его бойцы смогли выбить силы ИГИЛ из 8 деревень на подступах к Мосулу. За последние 2 года борьба международной коалиции с ИГИЛ не принесла ощутимых успехов. Западные страны категорически отказались посылать в бой своих пехотинцев и решили ограничиться лишь авиаударами. Фактически, единственная сила, которая постоянно воевала с ИГИЛом на земле, это именно курдская Пешмерга. Как сын мученика я воюю вместе с моими братьями против исламского государства. Хочу отомстить за отца, которого убили игиловцы. Операция будет продолжаться, пока мы не достигнем поставленных целей. Мы освобождаем деревню за деревней. Атака на ИГИЛ идет по всем направлениям. Сирийские повстанцы при поддержке турецкой авиации и танка выбили террористов исламского государства из города Дабик. Победа эта очень принципиальна. Согласно мусульманским верованиям, именно здесь должна пройти апокалиптическая битва с силами Запада. Причем неверным предсказано ошеломительное поражение. Пока что легенды не становятся былью, так что в связи с потерей Дабика дату апокалипсиса пришлось перенести на неопределенный срок. Сергей Хиршфельд. Настоящее время.